Саламатсызбы, дуслар. Всем здравствуйте. Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу. И мы продолжаем изучение прекрасного татарского языка на этом канале в рамках плейлиста «Учим татарский». Крайнее видео было о том, что мы попрактиковались и проверили свое понимание всех ранее пройденных тем. Если у вас остались какие-то вопросы, если вы не очень уверены в темах, которые вы рассматривали с помощью моих видеороликов, то очень рекомендую вернуться к ним и просмотреть их еще раз. А сегодня у нас новая тема, и она звучит как склонение по принадлежности. Давайте посмотрим на доску. И в рамках данной темы давайте рассмотрим новые слова. Записаны они у нас как раз таки здесь. Мой, моя, мое или мои в татарском языке это минем. Твой, синен. Его или ее аның. Наш, безнен. Ваш, сезнен. И их аларның. Да и, друзья, вы можете сказать, что, наверное, это все, что нам необходимо выучить, да? Что еще нужно алсу, кроме того, чтобы добавить после этих слов, например, как раз-таки слово «они», и получится «минемени», «синеняни». Мы рассмотрели данную тему. Друзья, на самом деле не совсем. В татарском языке, в зависимости от того, какой случай мы будем выбирать, также необходимо будет добавлять окончание. То есть «минемени» сказать чисто теоретически можно, но это все-таки будет являться некоторой ошибкой. Правильным образом это будет звучать с наличием окончаний, которых как раз-таки мы сейчас и посмотрим. И вся ситуация с окончаниями должна выглядеть именно так. Давайте прочитаем. Минем энием, моя мама, синен эниен, твоя мама, аның энисем, его мама, безнің эниебіз, наша мама, сіздің эниегіз, ваша мама, аларның энилері, их мамы. То есть мы видим, что каждый раз к слову добавляется разные окончания. Как раз таки они являются у нас индикатором, маркером того, что мама принадлежит кому-то. Это чья-то мама. Ну что ж, отлично. И в формате правила и таблицы будет звучать у нас это именно так. Минем добавляем звук М или Ем после согласных. Также работает это с синын, с аның, дальше безнын, сезнын и аларның. Ну что ж, давайте поработаем по таблице и просклоняем одно слово. Возьмем слово «ауыл», что переводится как, верно, деревня. Ну что ж, задача сказать, что деревня моя, деревня твоя, деревня его, наша, ваша и их деревня. Что мы делаем? Добавляем окончание, смотрим, выбираем каждый раз между тремя или вот такими четырьмя вариантами. Ну что ж, ауыл, если это моя деревня, давайте так и запишем минем. Ответ будет авылым. Выбираем ответ ым, потому что это после согласной, то есть л, да, у нас последняя буква. И твердый вариант минем авылым. Отлично. Твоя деревня. Синен авыл. Смотрим, ищем нужное окончание. Да, у нас случай после согласных, то есть у нас л согласная. Выбираем между н или ен. Н для твердых случаев и ен для мягких. И поэтому будет ответ синен авылын. Твоя деревня. Например, синен авылын бик матур. Твоя деревня очень красивая. Далее у нас это его деревня. Аның авыл. Давайте запишем авыл. И выбираем тоже окончание. После согласных мы добавляем лишь или е. Аның авылы, его деревня. Например, да, в практике используем как его деревня очень большая. Аның авылы бик зур. Дальше наша деревня. Безнен. Авыл, и также ищем нужное окончание. После согласной мы смотрим эти два случая. Авылыбыз. Безнен авылыбыз. Если я не ошибаюсь, то у Габдуллы Тукая есть подобный стих, что-то типа «Безнен авылыбыз». Далее ваша деревня. Здесь у нас на выбор идут окончания «гыз» или «гэс», или «гыз» и «гэс». Как бы почти то же самое, просто они начинаются с гласной, дабы у вас это звучало в предложении в слове гармонично. Давайте скажем «ваша деревня». Сезнен авылыгыз. Сезнен авылыгыз. Давайте зададим вопрос. Ваша деревня в Казани? Сезнен авылыгыз в Казандамы? Отличная тема. Разбирали ее в теме вопрос второго типа. Ну и крайнее, последнее, их деревня. Аларның. И здесь ничего сложного нету. Вы лишь к слову, к исконному слову, добавляете окончание лары или ляре. Аларның авыллары, что будет
означать здесь как их деревни. Аларның ауылдары. Отлично, давайте прочитаем еще раз. И стоит отметить, что, разумеется, конечно, это самые верные грамматические элементы. Это то, как действительно люди разговаривают, пишут и понимают друг друга на татарском языке. Минем авылым, синең авылың, аның авылы, безнең авылыбыз, сезнең авылыгыз, аларның авыллары. И, конечно, данная тема склонения по принадлежности совместима с другими темами татарского языка. Для того, чтобы сказать «в моей семье», вы добавляете окончание прямо сюда, которое выразит, что действие происходит где-то, в чем-то. И на выбор у вас окончание «да» или «де», «да» или «де». Кто немножко подзабыл тему, пожалуйста, смотрите ранее прошедшие уроки. И будет звучать как «минем гаилемде». Таким же образом в твоей семье «синин гаилемде». Друзья, как вы зададите вопрос? Сколько людей в твоей семье? «Синин гаилемде» ничья кэшэ. Отлично. Друзья, все-таки, как бы хороша и понятна не была эта таблица, хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент, и он заключается в том, что все-таки таблица и данная тема склонения по принадлежности имеет свои исключения. Поэтому это было бы неправильно каждый раз задумываться о том, какое окончание подставить. Да и представьте себя при общении на татарском языке. Неужели каждый раз вы будете прокручивать в голове эту тему и думать, это минем этием или этим, да, или этигес, или правильно этигес. Поэтому, друзья, предлагаю вам метод языкового восприятия напрямую, и он подразумевает собой то, что вы запоминаете готовые выражения полностью. Я точно знаю, что бы сказать «твой папа», это будет звучать как «синен этиен». И на самом деле я больше не задумываюсь об этом, потому что я знаю, что это готовое выражение. Так же, как и, например, ваша деревня. Я не буду думать, это «сезнен авылгыз» или «авылигес». Я знаю, что это «сезнен авылыгыз». Поэтому, друзья, предлагаю этот метод и вам. И это метод языковой адаптации, полного языкового восприятия. Ну что ж, на этом было все. А я хочу напомнить, что если у вас есть вопросы по данной теме, также вы хотите развить свои навыки общения на татарском языке, поработать в парах или группах, то я приглашаю всех желающих ко мне на обучение, а также для всех начинающих доступен к приобретению мой курс «Татарский язык с нуля». Он включает в себя 10 отличных видеоуроков, и они позволяют сэкономить время и выучить татарский язык очень эффективно. Все контакты на экране, и подписывайтесь на канал.